день, начинаем пресс-конференцию. Сегодня у нас предстоит серьез, первая лига. Главный тренер волнует наших гостей Сергей Иванович Яскович. Сергей Иванович, пожалуйста, для начала прокомментируйте итог игры, потом следующий вопрос. Ну, я считаю, что, наверное, результат закономерный. Я думаю, что, в принципе, сегодня две команды старались играть в футбол, и то, что они продемонстрировали, наверное, справедливый результат. Поэтому, это мое мнение. Сайт «Футболбай», не было ничего. Сергей Иванович, два вопроса сразу на тему дисквалификации Теслюка. Да, он же, как известно, один из лучших игроков чемпионата по набранным очкам. Насколько это очень серьезная потеря для вас? И насколько вы довольны тем, как удалось ее компенсировать? Ну, я не сказал, что мы компенсировали, все-таки Алексей игрок основного состава, и где-то нам сегодня его не хватало. Пропускает, значит, есть шанс другого футболиста проявить свои качества. Ну, сказать, что закрыли именно позицию, я бы не сказал. Нам Алексей сегодня не хватало. Еще, может быть, тоже это касается этой же темы, да, вот чем была вызвана замена Ханкевича и Рушинского, может быть, на планах была? Ну, у меня вообще изначально была возможность именно Рушницкого использовать, но, к сожалению, он за пару дней до начала игры немножко плохо себя чувствовал, поэтому пришлось выпустить сначала Ханкевича. Как он справился, не справился, я думаю, что нужно это все посмотреть, но не знаю, то есть не сказал бы, что Ханкевич закрыл позицию, поэтому, ну, как есть, такие, что сделаешь. До перерыва ваши игроки так скользили, да, сегодня по газону? Или это как-то связано с бутсами, с количеством шагов? Конечно, это профессиональный подход. Да. Естественно, не первый раз мы говорим на это. Футболиста должна быть обувь на любое покрытие. Поэтому, ну, кому-то удобно, кому-то неудобно, не знаю. Но первый гол, который мы пропустили, он, к сожалению... Ну да, ты предсказал, да. Ну, хорошо, что потом забил Егор именно Троеков. Реабилитировал. Еще вопрос. На ваш взгляд, команда «Волна» набирает к концу сезона? Лучше стала играть? Лучше. И тогда, исходя из этого... Ну и да, естественно, то есть приходя в эту команду, конечно, за один год тяжело что-то выстроить, но по ходу сезона, начиная от начала и к концу чемпионата, то есть и требования понимают, и стараются выполнять то, что от них требуется. Поэтому, на мой взгляд, прогресс очевиден. Перед командой стоит цель, есть ли возможность выхода в высшую лигу? Ну, перед началом чемпионата у нас была встреча с руководителями города. Как таковой задачи перед нами никто не ставил. Ну, в пятерку желательно, чтобы команда попала. Ну, вы понимаете, что с большего попадания в пятерку, оно, скорее всего, обеспечит возможность выйти в высшую лигу. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Я же не знаю, что может быть. Может, кто-то и откажется. Ну, я не знаю. Я за то, чтобы по-спортивному выходить в высшую лигу. А так просто, если тебе предложат и выходить, я не вижу смысла. В первую очередь спортивный должен быть принцип попадания в высшую лигу. Как вам игра вашего сына? Очень сложно конкурировать. Такая ситуация очень щепетильная. Конечно, я и за него переживаю, как отец. Поэтому не знаю. Вы видели плакат про футбольное династию? Да. Еще вопрос? А вот тоже продолжая эту тему, да, хотелось такой логический вопрос задать именно про ваше, вроде бы как, с одной стороны, отец и сын, да, с другой стороны, вы же, получаете, соперники, да, на поле такое противостояние, с одной стороны, тренера игрока. Как вы это после матча обсуждаете, может быть, там,
ругаются друг на друга, может быть, там как-то? Нет, мы всегда обсуждаем, и контакт у меня всегда есть с моим сыном. Почему? Потому что он сейчас находится в Крумкачах, проводит игры, и мы всегда после матча стараемся делиться впечатлениями. Он что-то спрашивает, я что-то чем-то делюсь с ним, что получается у команды, что не получается. Ну, то есть обсуждение такое довольно-таки близкое, поэтому приятно с ним общаться в плане, что он открыт. Находясь на расстоянии, то есть мы все равно находим моменты для общения, для обсуждения. Поэтому